Пожарной безопасности в больницах должно уделяться особое внимание. Все ее пункты подлежат строгому соблюдению. После пожара в научно-исследовательском институте кардиохирургии 11 февраля МЧС усилила контроль во всех медучреждениях страны. На этот раз специалисты проверили Центр кардиологии и терапии имени Миррахимова. Пожар ЧС, как поступить? Сейчас в Центре кардиологии обновили план по противопожарной безопасности. Если раньше за него отвечали 2 человека, то теперь уже целая команда из 14 сотрудников. Все они проходят обучение по правилам безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. Это было очень важно для нас собраться всем вместе со специалистами и обсудить все самые такие важные вопросы, как усилить противопожарную безопасность. Мы понимаем, что у нас лежат пациенты, больные, у нас персонал, и чтобы у нас была очень хорошая такая вот противопожарная безопасность, система была хорошая противопожарной безопасности. Вот мы разработали такой детальный план мероприятий, и он включает в себя все вопросы. Сотрудники МЧС проверили наличие эвакуационных планов, запасных выходов и внутренних кранов, которые должны быть на каждом этаже. При проверке в кранах не оказалось воды. Сотрудники центра объяснили это тем, что вода отключена из-за строительства в части здания. Также на каждом этаже было по 4 огнетушителя, каждый рассчитан на 25 квадратных метров. Проверены пожарные гидранты. На данный момент их 4, 2 из которых находятся по улице Токтогула и 2 со стороны Национального госпиталя. На вопрос о готовности эвакуировать пациентов в случае пожара сотрудники больницы ответили, что в здании имеются запасные выходы и сигнализация, которая автоматически будет указывать этаж, где начался пожар. У нас есть система пожарной сигнализации. Вот видите, тут пальцы сразу личный палат. Здесь вот видите, вот система полностью новая операционная. Если в операционной будет, у нас есть выход туда, в институт хирургии сердца, выход есть туда центральному входу и вот боковые. Все двери вот в ключе висят. Как только начинается, сразу открывает. У нас есть видеонаблюдение, камеры. Все двери открываются. И есть, значит, эвакуационный план, куда должны идти врачи. Последнее предписание этому зданию было дано в 2024 году по 13 пунктам. На данный момент из них выполнены 11. МЧС дало центру распоряжение полностью восстановить всю автоматическую установку пожарной безопасности, так как идет капитальный ремонт корпуса. И в данное время идет у них ремонт. Полностью корпусу сделано предписание, что восстановить все автоматические установки пожарной сигнализации, все электрооборудование и так далее, другие предприятия, электрические кабеля, жилпровода заменили на новые старые здания старого назначения. А также все эвакуационные выходы, чтобы были соблюдали. По итогам рейда центру было дано предписание по пунктам отсутствия воды в кранах, знаков пожарных гидрантов и частичного неустановления пожарных сигнализаций. Если до следующей проверки центр не исправит недочеты, то получит штраф от 13 тысяч до 23 тысяч сомов. Аймерим Назарова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.